Это программа «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. В столице Турции проходят переговоры между делегациями России и США. Первую возглавляет глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Судя по всему, Нарышкин проводит встречу с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Личность очень интересная. Как полагают многие обозреватели, господин Бёрнс больше дипломат, чем разведчик. Но это так, к слову. Директор ЦРУ Билл Бёрнс сегодня встречается с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре обсудить случай несправедливо задержанных граждан США, говорится в сообщении телеканала CNN. Отмечается, что Бёрнс не будет обсуждать мирное урегулирование конфликта на Украине. Вашингтон заранее уведомил Киев о встрече. Тоже любопытная деталь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, передает корреспондент РБК. В Анкаре отказались комментировать данные о переговорах, сообщает агентство Reuters. С начала конфликта на Украине несколько раз отмечалось, что и США, и Россия сохраняют каналы связи для обсуждения определенных вопросов. И так было всегда, даже в период Холодной войны. Нынешняя встреча скорее будет посвящена вопросам обмена граждан обеих стран. На слуху баскетболистка, попавшаяся с марихуаной. В апреле в Турции прошел обмен российского летчика Константина Ярошенко, который с 2010 года находился под стражей в Соединенных Штатах Америки по обвинению в контрабанде наркотиков на американского студента, бывшего морпеха Тревора Рида. Студент был осужден в России летом 2020 года на 9 лет колонии за нападение на сотрудников полиции. Российская и американская делегации не проводили прямых встреч с начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Последние очные переговоры представителей двух стран прошли 10 января в Женеве. На них обсуждалось российские требования к США по гарантиям безопасности. В том же месяце прошли встречи представителей России, стран НАТО и ОБСЕ, но договориться по ключевым пунктам для российской стороны не удалось. Затем началась спецоперация. Это к слову.